Добрый вечер. В эфире специальный выпуск новостей, посвященный празднованию независимости Южной Осетии. В студии Елена Черенкова и Феликс Бритаев. И коротко о главном. Дашажа хижондама хитаруя. Хушарил что баракканы яхат барзинадыбон. Республика Ражмаканы навщенкавсавта. Уандонай кашия фиданма ходыканы янок фалтарту. Сегодня в нашей студии бывший сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию последствий конфликта между Грузией и Южной Осетией Теймур Аскусов. Поговорим о том, какие шаги были предприняты для установления мира. Арбомных ашикам нейфажаганс иронадам тарадон хачара штоем бырд. Асыхацхин валым. Ярхайч танахаш котой фаштаманыл. Чихасы усыпыттактыл. Шнышан котой пайда чирхашсан удондар. Итак, Южная Осетия отмечает десятилетие признания России независимости республики. Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года президентом Дмитрием Медведевым. Таким стал итог пятидневной войны с Грузией. 10 лет назад Южная Осетия подверглась нападению со стороны грузинской армии. Под Цхинвалу наносили удары артиллерийскими снарядами, город обстреливали с воздуха. Жертвами стали сотни мирных жителей, в их числе и российские миротворцы. А сегодня в Южной Осетии праздник. Там находится наш корреспондент Марат Гугаев. Он на прямой связи со студией и уже готов рассказать о том, как отмечают юбилейную дату. Марат, здравствуй. Итак, ждем подробностей. Феликс, Лена, добрый вечер. Сейчас здесь, в Цхинвале, с минуты на минуту начнется грандиозный концерт с участием представителей российской эстрады. Это уже практически завершение праздничного дня. А вообще мероприятия проходят с самого утра. Праздник традиционно начался с возложения цветов на мемориале 5-й школы. Почтить память защитников Отечества на Соборной площади приехала и делегация из Северной Осетии во главе с Вячеславом Битаровым. Анатолий Бибилов. На праздник сюда съехались гости со всего мира. Среди них делегации из Сирии, Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Крыма, Донецка и Луганска. Посетил республику и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, а также помощник президента России Владислав Сурков. Он отметил, что с его последнего визита Южная Осетия преобразилась. Я очень рад также, что театр, в котором мы сегодня все торжества проходят, готов. Строительство завершено, хотя сроки были несколько затянуты, но это очень высокого класса объект, очень полезный для жизни Южной Осетии. Много я заметил новых, свежих, хорошо построенных зданий. Надеюсь, что их будет становиться еще больше. Осетия развивается и будет дальше стремиться к росту. Об этом заявил сам президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. На пути к процветанию важно развитие отношений с другими республиками и странами. Всестороннее взаимодействие с Северной Осетией гарантировано. Мы это все прошли, знаем, помним. Поэтому самое главное, что 10 лет наши братья на юге живут в мире и спокойствии, есть возможность развиваться, и мы видим сегодня те изменения, которые в республике произошли, те объекты социальной сферы, которые были построены, дороги, и в том числе появляются объекты экономического развития республики. На торжественном собрании президент Анатолий Бибилов вручил орден почета главе нашей республики. Вячеслав Битаров, в свою очередь, удостоил Анатолия Бибилова
высшую награду республики – медаль во славу Осетии. Орденами почета были удостоены и другие делегаты. Затем праздничные мероприятия перенеслись сюда, на республиканский стадион. Здесь для жителей и гостей развернулось театрализованное представление. Южная Осетия – история мужества. Я предлагаю посмотреть, как красиво это было. Да, вот сейчас начался фейерверк, как я понимаю. Нет, концерт уже начался. Но я продолжу. Это, конечно, не все. Буквально через пару часов небо окрасит праздничный фейерверк. А завтра Анатолий Бибилов подпишет соглашение о взаимодействии с главой Донецкой Народной Республики. Таким запомнится праздник, посвященный 10-й годовщине признания независимости Южной Осетии. Феликс, Лена, у меня все. Слово вам. На прямой связи со студией был наш корреспондент Марат Гугаев. Марат, спасибо большое. Мы еще вернемся. К независимости Южная Осетия шла долго и трудно. 2 десятка лет перманентного конфликта. Чтобы сохранить мир, прилагали невероятные усилия. И все же работали над тем, чтобы Южная Осетия двигалась своей дорогой. История независимости началась еще в начале века. Острая фаза пришлась на 90-е. Как это было в материале Ольги Цгоевой. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Исторический момент. Десятки лет жесткой борьбы за право определять свой путь самостоятельно. 5 дней кровопролитной войны за право жить. И вот те самые слова, которые самопровозглашенные республики так ждали и дождались. Начало этого пути уже и не видно, скрылось за туманами времени. 20-е годы 20 века. Создание номинальной юго-осетинской автономии в составе Грузии. Активная ассимиляция. Преподавание в школах на грузинском языке. Осетины на южной стороне Кавказского хребта должны были раствориться. Перестать быть. Вопреки политической воле сохранили себя. В конце 80-х вспыхнул открытый конфликт. Когда Грузия для грузин, а истребление целого народа – национальная идея, между понятиями независимость и выживание можно было поставить знак равенства. Ну, просто, знаете, я так думаю, я так считаю, я так анализирую, что эта акция у них готовилась годами. Ведь они к нам пришли в 89 году вооруженные товарищи. Откуда они взяли такое вооружение? А мы ни с чем вышли и стали. И стояли, наши ребята стояли и смотрели на них. Южная Осетия должна быть независимой. Это решение почти единогласно. 98% принял народ республики еще в 92-м, в январе, когда прошел первый референдум. А месяц спустя грузинская артиллерия и бронетехника встали вокруг Цхинвала. Стреляли по мирным жителям, разрушали целые кварталы. Полгода крови, страха и смерти. Тысячи убитых, десятки тысяч беженцев. В мае 92-го Верховный Совет Республики Южная Осетия принял акт о государственной независимости. Дорогу к признанию надо назвать очень сложной, драматической и иногда даже трагической. А то, что она была долгой, в этом нет сомнения. Естественно, значит, если отсчитывать от начала всех конфликтных событий на территории Республики Южная Осетия, то это 89-й в открытом уже
военно-политическом виде и в чисто политическом даже еще 1988 год. Поэтому 20 лет войны без перерыва, вне зависимости от того, что попадало или не попадало в информационные выпуски, значит, наших средств массовой информации, война шла, то затихая на время, то разгораясь с новой силой, но без перерыва. И это признание куплено кровью. 2008 – 5 дней войны, которая стала последней каплей в переполненной чаше терпения. Грузинская сторона снова стреляет. Опять гибнут осетины. Как заставить непокорный народ изменить свое решение и сдаться? Только силой не получилось. На защиту граждан Южной Осетии встала Россия. Операция по принуждению к миру. По факту спасение целого народа от уничтожения. Я скажу, всех наших собираем здесь, по экипажам распределяемся, да? Все, кто прошли подготовки других, я мыслю, какой командиров не забери. Все, кто прошли подготовку у нас в Барсе, Ровно 10 лет назад история войны и страданий закончилась. С чистого листа новая страница. Цхинвал ликовал. Люди не могли поверить, что независимость их маленькой родины наконец перестала быть только их внутренней позицией. На карте мира появилось новое государство. Теперь у Южной Осетии новые цели, новая действительность. Борьба еще далеко не окончена. Да и вопрос, за что боролись, по-прежнему актуален. Боролись за независимость в виде единства с Россией и Северной Осетией. Если сказать точнее, боролись за единство Осетии против попыток ее разделения, боролись за то, чтобы осетинский народ и осетинская родина, теперь уже можно с полным правом говорить аланская, значит, родина, целиком оставалась в составе Российской Федерации. Победили. Подтверждать и доказывать каждый день свое право на независимость, двигаться дальше и снова выбирать свой путь. Впрочем, республика уже не раз заявляла, свой выбор уже сделала. Для нас Родина – это Осетия, для нас Родина – Россия, для нас центр, столица, для нас сердце, наша Москва, я так считаю. И если мы не будем все вместе, что там, ну давайте княжество, там еще где-то там организуем, вместе это разбежимся по квартирам. А потом в один прекрасный момент все это может исчезнуть. У нас же история учила уже, что там говорит. 10 лет в масштабах истории не срок, крошечный шаг. Для Южной Осетии, для государства Алания, которое твердо стоит на своем праве голоса, все только начинается. Ольга Сгоева, Анна Джикаева, Сергей Дидикаев, Сослан Токаев. Новости Осетии. За нынешней датой стоят люди. Не только те, кто с оружием в руках воевал за победу. За этим событием годы кропотливого и непростого труда дипломатов, политиков, тех, кто вели непростые переговоры, сохраняли хрупкий мир и при этом отстаивали интересы тогда еще не признанной республики. Свой вклад в становление молодого государства внес Таймураз Кусов. С 1992 по 2006 год он был в составе смешанной контрольной комиссии от Северной Осетии, позже возглавив ее. Он прошел все этапы становления и развития государственности Южной Осетии. И сегодня у нас есть возможность поговорить с ним. Таймураз Эльмурзаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, какие непосредственно вы функции выполняли в наиболее сложные тогда 90-е годы и как ваша комиссия удерживала хрупкий, но все-таки мир? Ну, прежде чем удерживать мир, нужно было его установить. Вот с этого началась, собственно говоря, деятельность смешанной контрольной комиссии. Как известно, комиссия была образована в соответствии с соглашением, которое было подписано в Сочи руководителями Российской Федерации и Грузии. Значит, и под этим же соглашением стоят подписи руководителей Северной Осетии и Южной Осетии. Значит, это российско-грузинское соглашение, где было два главных, если брать содержание, значит, и не полностью, да, но два главных момента. Это как раз был механизм установления мира. В соответствии с этим соглашением
значит, образовывалась смешанная контрольная комиссия, и должны были быть сформированы миротворческие силы, которые были приданы смешанной контрольной комиссии, как его инструмент поддержания мира. Вот они и были реализованы. Притом, обратите внимание, что после подписания соглашения прошло всего 3 недели, когда миротворческие силы уже были введены в Южную Осетию. И вот тогда и установился мир. И на протяжении вот дальнейшего длительного времени, собственно говоря, до прихода Саакашвили, этот мир там поддерживался. Ни одного, собственно говоря, выстрела не было за этот период. Это уникальный случай вообще-то мировой практики. Поэтому его называют, что это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. Ну, как мы понимаем, комиссия была сформирована, и в эту комиссию входили представители как российской стороны, так и грузинской стороны. Да. И вы были от Северной Осетии. Да. Какую роль Северная Осетия в этом деле вообще выполняла? То есть получается, что вы, может быть, были таким, скажем, мостиком между двумя этими сторонами, благодаря которому и проходили какие-то переговоры. Вот на самом деле, когда я говорю об уникальности механизма, вот это касается и политической части. Потому что такого тоже практика не знала. Значит, потому что смешанная контрольная комиссия, она состояла из 4 частей. Значит, в начале 3, потом 4. 3 я имею в виду российская, грузинская, северо-осетинская, потом была юго-осетинская создана. Значит, и таким образом 4 сопредседателя, которые принимали и вырабатывали решения, решения принимались консенсусом. То есть только при условии единогласия. Значит, позже уже в работе начали принимать участие ОБСЕ и Еврокомиссия. Но они не были сторонами до самого конца, значит, смешанной контрольной комиссии. И смешанная контрольная комиссия, в начале вот ее первоочередная задача это была установление мира, потом поддержание мира. Потом-то она начала заниматься и всеми вопросами. Это и вопросы экономического развития, это и функционирование социальной сферы, это и коммунального хозяйства и так далее. То есть не было ни одной стороны жизнедеятельности, вопросами которой не занималась бы смешанная контрольная комиссия. И она успешно, как я вам говорю, значит, она выполняла совершенно успешно свои функции. И мир, самое главное, ведь на первоначальном этапе ведь и правоохранительные органы не работали, это в Южной Осетии. Потом они уже начали формироваться. Потом начали с помощью СКК как раз были установлены контакты между правоохранительными органами Грузии, Российской Федерации, Южной Осетии, Северной Осетии. Значит, и тогда стало проще. Значит, в этом плане они непосредственно занимались уже поддержанием правопорядка. Значит, то есть вопросы, которыми занималась смешанная контрольная комиссия, они были многогранными. Таймураз Рамазанович, вы как дипломат участвовали, наверное, во многих переговорах. И вот да, расскажите, пожалуйста, самые сложные переговоры, какие вам запомнились больше всего? Вот какие... Переговоры, несмотря на то, что, скажем, вот был период, когда не было явно, скажем, не просматривалась конфронтационная роль, скажем, грузинской стороны, значит, и такой период был. Но даже тогда это не были простые переговоры, потому что тут надо понимать, что у грузинской стороны были свои интересы, у нас были свои интересы. Значит, притом мы на самом деле были в таком положении. Северная Осетия, с одной стороны, значит, конечно, мы представляли осетинский народ, как один народ, его представителями были. Мы отстаивали интересы всего нашего народа. С другой стороны, мы понимали, и нам было, наверное, легче это воспринимать, что другого пути, кроме как переговоры и достижения договоренностей каких-то, значит, нет, потому что иначе это война и возобновление кровопролития со многочисленными жертвами.
Поэтому мы это легче воспринимали, чем, скажем, на юге Осетии. Потому что они непосредственно на себе испытали это все, и многие погибли, как мы все знаем, так? Поэтому нам приходилось и такую роль выполнять. Вот первоначально, когда в самом начале начинались переговоры, скажем, да, то даже была проблема усадить за один стол их, грузинскую сторону и юго-осетинскую, чтобы приступили вообще к обсуждению каких-то вопросов. И нам приходилось вот с этого начинать, что надо было убеждать и тех, и других, что что-то надо отбросить. И как вы убеждали? Ну, убеждали как? Ну, конечно, убеждалось. Вы же потом знаете, что потом долгое время работали вместе, значит, получалось. Убеждали только, ну, что интересы народа этого требуют. Мира, самое главное. Ну, вы вообще лично верили в то, что все-таки независимость наступит? Безусловно, верил. Только я понимал, что это будет процесс, и ожидать этого стоит не так скоро, как многие себе представляли. Значит, и что этот путь не будет легким. И обязательным условием для того, чтобы это наступило, нужно было, чтобы укрепилась Россия. Без этого невозможно было. И ведь война уже до этого начиналась. Ведь то, что было в 2008 году, ведь в 2004 году такое уже было. Попытка захватить силой территорию Южной Осетии. Но у них тогда не было сил достаточных. А потом они стали мировыми рекордсменами Грузии, я имею в виду, по увеличению военного бюджета. Значит, из нескольких десятков миллионов долларов их военный бюджет вырос до миллиарда почти. То есть они провели ускоренное перевооружение армии, укрепление, они уже поверили в то, что они быстренько захватят. Вот поэтому, конечно, это было непросто. И в 2004 году удалось остановить, скажем, хотя уже силы были введены, значит, уже обстрелы начались и так далее, но все равно удалось остановить. И вот мы тогда провели ряд заседаний смешанной контрольной комиссии, очень непростых, но решение было принято о том, что силы остановить боевые действия и силы вывести. Ну, хочется сказать, что все-таки спустя... Спасибо. Да, спасибо вам большое за интересную беседу, Таймураз Мурзаевич. Напомню нашим зрителям, у нас в гостях был с 92 по 2008 год, шестой год, работал в смешанной комиссии от Северной Осетии по национальным вопросам. Спасибо. Спустя 10 лет Спасибо Южная вам. Осетия обрела долгожданный мир и продолжает развиваться. В республику приходят российские инвесторы. Активно идет строительство социально значимых объектов. Открываются промышленные предприятия, создаются новые рабочие места. Правительство Южной Осетии выступает за укрепление отношений с другими странами. Обо всем по порядку в репортаже наших юго-осетинских коллег. 2008 год разделил жизнь южных осетин на до и после. Надо было залечить раны, разобрать руины и в буквальном смысле возродиться из пепла. 10 лет назад началась новая эпоха в истории Юга Осетии. Начался новый отсчет жизни в мире. Мы 10 лет уже не боимся выйти в город, не боимся за своих детей. И, разумеется, 10 лет спокойной и мирной жизни, они изменили вообще менталитет людей, которые перестали бояться. 20 лет в состоянии перманентной войны наложили свой глубокий отпечаток. За эти годы пришедшие в упадок народное хозяйство и инфраструктура требовали кардинальных мер по восстановлению. Республика превратилась в одну большую строительную площадку. В первую очередь восстановление разрушенного войной жилья, строительство социальных объектов, здравоохранения, образования, культуры, дорог республиканского значения. Даже спустя 10 послевоенных лет республика не смогла оправиться от ран. Все так же идет строительство и восстановление. Сдаются новые объекты – школы, детские сады, больницы. Несколько дней назад распахнул свои двери спустя 13 лет после пожара Государственный драматический театр имени Коста Хитагурова. Театр, аналогов которому нет на Северном Кавказе, отвечает всем современным требованиям. Многофункциональная сцена-трансформер, современное освещение, оборудование.
Декор здания оформлен в национальном стиле, украшен осетинскими орнаментами. Говоря о строительстве и восстановлении, невозможно обойти стороной такие объекты национального значения, как музей, историческое здание парламента, Юго-Осетинский государственный университет, медицинский кластер, современный хирургический блок, детская больница, строится родильный дом. Строительство и восстановление не могут быть всегда на первом месте, поэтому социально-экономическое возрождение перешло на первый план. И в этой сфере особое внимание уделяется промышленным и производственным предприятиям. Ведется работа над привлечением инвестиций. И первой ласточкой стало открытие швейной фабрики БТК-4. Несколько лет назад на этом месте находились руины бывшей текстильной фабрики. Никто и предположить не мог, что она когда-нибудь возродится. Однако, вопреки всем обстоятельствам, сегодня здесь налажено производство по пошиву специализированной одежды и работает свыше 500 человек. Еще один крупный инвестор пришел в республику 3 года назад. На северной окраине города набирает промышленные обороты мясоперерабатывающий комбинат «Ростон». Несколько месяцев назад продукцию начали поставлять в Российскую Федерацию. За счет этого увеличиваются объемы производства. Здесь готовят изделия не только из говядины, но и индейки. Покупателю предоставляется широкий ассортимент продукции. С начала производства практически вдвое увеличилось количество сотрудников. Сегодня здесь трудоустроены более 45 человек. Начали мы со 100 килограмм, можно сказать, в смену. Сейчас уже порядка 400 килограмм. 400-500 так в смену. В данный момент мы выпускаем порядка 20 наименований продукции. Это как деликатесная группа, также и варено-копченая группа, сосиски, сардельки. Производители мясных изделий гарантируют качество, ведь продукцию изготавливают по особой технологии. Эксклюзивность нашего продукта в том, что вся линейка и деликатесная группа, и вареные колбасы, сосиски, ветчины состоят из говядины и индейки. Есть и в рецептурах добавление утки. В этом и заключается его уникальность. В ближайшее время на прилавках Южной Осетии и не только появится бутилированное вино. Популярный производитель крымских вин проявил заинтересованность наладить бизнес в Южной Осетии. Намерение инвесторов всецело было поддержано со стороны государства. Более того, над запуском производства в Южной Осетии уже несколько месяцев ведется работа. Промышленное предприятие будет носить имя Иронсан. Мощность у нас на начальном этапе это 3000 бутылок в час, наша линия по вину. Помимо вина планируем производство коньяка. Для этого было завезено из Крыма оборудование по производству коньячного спирта и других фруктовых водок. Это айвовая, кизиловая. Продолжается работа и по реализации других экономических проектов. Сады Ростона обеспечат местный рынок яблоками, а также появятся десятки рабочих мест. Еще несколько крупных экономических проектов в стадии разработки. Наряду с восстановлением и экономическим развитием руководством республики особое внимание уделяется налаживанию внешнеполитических связей. Анатолий Бибилов совершил визиты в дружественные страны. Впервые президент Южной Осетии побывал с официальным визитом в Европе, в Республике Сербской. Значительным успехом во внешнеполитическом поле стало признание независимости Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой. Вскоре после признания Анатолий Бибилов посетил Дамаск с официальным визитом. Укрепляются отношения со стратегическим партнером Российской Федерации. В преддверии десятилетия признания государственной независимости Анатолий Бибилов встретился с Владимиром Путиным. Обсуждены вопросы социально-экономического развития Южной Осетии и помощь, оказываемая Россией для становления молодого государства. Республика развивается. Мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически. Я хочу вас поздравить с этим десятилетием и хочу пожелать вам и всему народу Южной Осетии благополучия и процветания. Сегодня идет развитие республики, и, конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом и какая политическая воля была вами проявлена, когда во всех фактических событиях, происходящих в Республике Южная Осетия. Конечно, за это вам огромное спасибо. Спустя 10 лет в Южной Осетии жизнь налаживается. Обретя долгожданный мир, народ встал на путь созидания.
Роза Тедеева, Алим Бетеев, Южная Осетия. Специально для Осетии и Ростон. Республика Энридаган Сабантыш, Сышты, Иронадам Ахшягдар Хашта, Савар Фиданул на Кушенкао, а потудатыл Нахашко, той Адам он съездадар. Немада удиш дашам, а сахатай шараштой хушари рештоне, ама умай Республика и Баракбон, Фадавариш. Уавгата Иронадам Амбурдмац Хинвалма Шамбалдышты Сапарша да делегатай Филдер, Арсадышты Шуанг Дарт Фашарантайдер, Хушари Рештоне Кудбамбарштат Автомай Куше, Навасхаша Гогат Марат, Иронадам Амбурдатахай Раждар Сармакбаса Такота, Уйвун Авдишам. Ирштон артахужон тарша качину авар рахаштой барнун адамахшам. Уйфашта театр ажалдышта хушарама сагат ирштона гимта. Юи нейфадл шема варашей гимдар. Фацагнахаш фашимтан. Ирштона президент Бибалта Анатолий Жахта Бужнаджинахашта Аппадуне Иратта Амка Ирбамбардышта Уйтахай. Фаншанко та дуунах шажам август ахчак бон каю уй. Уад дашажа ражма фонс бона тукалан хаштафашта Уарашей Федерации Невшамарон Республика Хатбарл Банаматта. Вараси Хунавдоит Варасивса Каткаган Махам Нертамбалдоитам. ماخن نخسو نظافت خود کنن ماخن نخسو اما کم دارید در ایران آدای مگما شدن کم دارید در ایران آدای مگوش اسمارت دیوان حال خواد در نظر از دارم اوی اما ایران آدم ایرورس شدسته Хаштан амбнат налиш, жахта сагат ирштона шарглавак битарта Вячеслав. Янхаша кутфабара котта, автомай хушар ирл ноксарт шкотта. Я президентен жнгаваран хашем. Уйты хаин жахта бужнак, а мажарда баварта ярайра шталиума кайкусы штуй. Варашей раджи, яусы ходорсади, самабалдышты находалта, находак яуерсадиш, мафажинди. Ахам хатбар башта, ахам хатбар патсахат, ама Варашей раджи, инна башта хадар, шражышты, кушар, ириштоны, хатбар патсахат, кайфажинди, яулу. Арфайн хаштафаштав Шамарон Республика Тиража Мончета Шерго Маждахтой Ахшанадон Архаджитам. Хушари Рештона Патыкачендар Харживагай Уасамонгай орденей Шхоржахченкоттой Хушари Рештона парламента депутат Диаконте Амараны. На Республика Шарловак Битарта Вячеславта Иншакка Котта Ирештона Намаша Майдан. Ахам Штыркаден Кайшкоттой Уиян Ноджиражан Гард Тарканы Фадбаштей Хадбар Зинадал Архаимма. Иронда мистер Дихолда. Хсан обдон барад мегеске. Мохан наижиноде хсан нишиналер. Ма мохком нахотек сорхая миронодам ком сахотек я сорхая. Шемена хадборжинод. Насвалат сумбуд. Сорозам расу. Юме. Ма Мирун Тересов Барзун Хасп. Умывалдайма Пацахадон Харжиджита Райштой, Челахшата Владимир, Козата Джемал, Мамята Игорь, Сыбырта Алексей, Ама Андарта. Асадам Антышчина и Юзинадата Хайкушенс. Уима Ражишта Хиштартадар. Mahkamın kuzuna kusan havur semenin korsina da çapasadi. Min astı serte çilhasta imakyon. Udo mak mafesafam. Böyle sana hasta tefilata filata kadar tekrar. Memegeska akşamlar sırda fasan. Yesterden akşamlar hasu avi. Нахаша дашамам Мерседешта Дуни Албашта Таминаварта. Важита Албашта Ирон диаспоратадар. Турчи Минавар Пухата Жале, Асас Ездархаев Цахат. Янхаштам Гашка Ахамштер Амбарда Саргом Нахашканен Суй Ахатсен Шеппаталдар. Куджага Автамай Дартбашта Ирон Адам Уаварма Аркашенкау. Кад диаспората Шахадак Ангомар Хайнсуат Тарсен Шафаду Важакпама Невшихошва. Arış pırsavı ama Türk kültürü ma İran kültürü ma İran fşakta tıkan lamına kadar kudret şoy ama münafık şoy münafık şaklaşt kana ama dertler nefeşi ve İran kültürü
يما باش تينات سمديش تينات كنت شخشكنوي أما ترك إيرانادن سميما فيشفوي هوي تخل يوميا كشت باكنن برج دايت شكل Съезды шайраққуды күдраждар ауафта уд юзинад. Ақшияг нахашрашай та жағам Иронов жажы қышмад. Яқаққанын ылкадар хайн соттар нырма Бакушинак фарштауы. Ирон диаспора Канадайдар ума уалдайр гомждахы. Кастетен биразурын қаурыстығы школа алғыта жерфала. Фала иннер мақмаров қымырын загна. Бұттығы бедегесіме мақафтар мастыр бұзығар күдмене күрдият. Маров кенем. Архан дартов, нокума практикума затты, сархаем, санусы практикума затты, фарсы, кастефте мароханы язык. Уй амама инахчак фарштата мохургондер садышты шармагонд резолюции. Амбырдая нафидар коттой. Нышан гонзаиш агаждуне ирыштона юзинадыл архаин, ама ивгодашты геноциден барадом бендуры фидарканын. Я фаршчи хасы уйта бафхарын. نقاروسو نبونسو وغتسجن أخشتين رمانا ما بصر خايتام نمازلت أخشتين ما بافت التماس كشتو ما وسما زلت انتاشا شيراك درو آدم شخده آدم كباجملوي آدم يومكو كبنالوي آدم شدشتكو بافل داخوي مكو أرخايوي نيما يوما ودمن نقطات شرجزن روايزن اشتخورزينا Ирыштырнахаша юбилеон съездма арсыцы пашада делегация фулдар. Дуын ав диаспора минавары. Америка, Бельгия, Сирия, Голландия, Казахстан, Турция, Канада, ама Андарбаштатай. Даша Мария хаят еще того, что горкашты, что агаждуне Иронадам сапаштада дашевен судома. Банхашко той кушинсел хармаштар юма. Автомайараш галур юзинада бентон. Когато марачо читивракин хабарта ушари штоны. Это был специальный выпуск новостей, посвященный празднованию независимости Южной Осетии. Хушарир штонанта арфаканам, майна жардажага ноган ташцинатта, мажанзинатку никвалфину яфта. Улна равдыш скоро мархаца, она не жут. А махорш хабар такушут.